Ребята, добро пожаловать на фестиваль игр и игрушек. Айда играть. Ленар, но ведь нам нужно работать. Но ведь мы с Акбузатом хотим веселиться. И здесь это все гарантированно есть. Ну тогда поскакали навстречу к приключениям. Такой фестиваль проходит впервые. Столько людей, столько всего. Главную улицу исторического центра башкирской столицы превратили в обширную игровую зону с прогуливающимися мультяшками, огромными шатрами со всевозможными игрушками. Настоящее раздолье для нас с вами. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Моего друга зовут Акбузат, а вашего? Игорь. Вау. А сколько вы уже учитесь этому искусству? Лет 5. 5 лет. Вау. А можете и меня научить? Ну так, хотя бы штук чуть-чуть. Конечно. Что надо? Давай. Вот. Так, Берешь в руку беру, надо взять в руку Вот. и... и вот веревочки, вот. Это глазки моргают. А. Вот, это ручки двигаются, это ножки ручки? пляшут. Ты лошадь. И вот так ездили. Я вот как А, лошади. Понял? да, понял. Вот такие у нас были лошади. Мы в детстве сами игрушки делали. Вау, круто. А какие, например? Ну, пистолеты, трактора, машинки делали. Наверное, каждая советская девочка мечтала о такой коллекции кукол. Ну, а я мечтаю взять интервью у главы республики. У вас здесь и был такой друг-конь? Нет, не было такого. Какая у вас была самая любимая игрушка в детстве? Была машинка такая, железная машинка, грузовичок. Вот я ее хорошо помню. Мне на 10 лет подарили. У вас есть время сейчас на игры? Какая ваша любимая детская дворовая игра? Ну, вот старики-разбойники, прятки. Вот мы бегали, все, ловили друг друга. Смотри, Акбузат, какого друга я тебе нашел. Знакомься, это Тулпар. Тулпар, знакомься, это Акбузат. Привет, Тулпар. Привет, Акбузат. Давай играть вместе. Давай, пошли. Атыла бит инде мына күреп барагыз, буны ситтен генә эшләп булмай, ысын кейик басып, мына немәһеннән күренеп тора бит инде. Матур дип эшләргә кыркып эшләйһең. Бына монда арулар бар. Мишәгән аруның катайдыкы, лугавырдыкы, беләндеке, монда вестеге нигән. Тамгалар, матур. Тамгаларын алганда, буны мин үлем белән итмәйм. Менің студентларым талап етеді. Олардың мазғағына қайда нендей тамға, нендей тұрудың тамға екені ошайтып жеңіп қала. Бұл Арыслан, оны меңе апайым бүләк итте. Менің ең яратқан ойынсығым. Мен білге сақта ең яратқан ойынсығым ол құрсақ. Оны меңе абайым подарып еткені. Туған күніме мен оның маңгілді ойнайыным, достарға көрсетейдім, садикка алып сығайдым. Менің яратқан ойынсық ол әт. Оның исеме юк. Бұл аю, оның исеме Ақбай. Бұл аюды мене бәләкәй сағымда өләсәйім бүләк итте. Өләсәйім бүләк иткәс, мен оны хәзер талисман итеп алып йөрөйм. Яраткан ойынсық Лего миңа апай бүләк итте. На Всероссийском фестивале игр Можно вдоволь наиграться. также научиться многому новому. Ну тогда не будем терять времени. Я поскакал. У ребят так весело. Сейчас присоединюсь к ним. Ребята, во что играете? В Нурбустан. Объясните правила. Объясняй правила, Антон. Вот. Надо, если кинули синюю карту, надо побить синей, либо таким же именем. Есть еще другие дополнительные карты. Что-то сложная игра. Пойду дальше. Здравствуйте. Во что играете?
Мы играем в Алясе. А как играть в эту игру? Там на карточке пишется слово, и мы должны его объяснить словами. Но не говоря его. Что мы носим на ушах? Наушники? Нет, девочки. Сережки. Это будет после этого времени года. Зима, правильно, молодцы. Его называют дремучим. Лес. Правильно. Это растение имеет бело-черную окраску. Это сложно. Береза. Береза, правильно. Во время фестиваля в открытой детской телестудии «Тамыр» каждый может попробовать себя в роли ведущего и рассказать о своей любимой игрушке. Любимая детская игрушка. Железная дорога. Сейчас время остается только вот в самолете пасьянс разложить. Нет, времени, конечно, нет. Но в выходные иногда нахожу время, настольные игры с дочкой играю. Иногда, но это очень редко. Моя любимая игрушка детства — это был большой-большой медведь. Я помню, я и спала с ним, и играла с ним. Для меня он до сих пор любимый, я его вспоминаю там. И во сне он мне снился неоднократно. Но, к сожалению, он порвался, и мне пришлось его выкинуть. У меня любимая игрушка — это Мишка. Я с ним везде была, то есть он мой с рождения. Я с ним и в садике выступала, и где только не была. И он по сей день со мной. У меня была куколка, она там умела говорить, там, мама, папа, дай покушать. И было у нее там розовое платье. А у меня была большая мишка, его подарила мне папа. У меня там есть коллекция Лего, вот я ее собираю. Я обычно откладываю свои деньги, чтобы купить Лего. Во-первых, покупаю я сам, на день рождения иногда дарят. А вообще, можно еще сказать, какой у нас самый любимый кружок – футбол. Вот мы вдвоем футбол любим. У меня машинки или какая-то мягкая игрушка. А вот как победить игроманию? Игромания немножко нужно дифференцировать прежде всего. Иногда родители начинают паниковать просто от того, что ребенок использует телефон. Согласитесь, в современном мире невозможно от этого избавиться, да? Тем более мы все социальные создания, и нам все-таки нужно принадлежать какой-то группировке, да, скажем так, группе, да? Поэтому запрещать это скорее вызовет, скажем так, обратный эффект. А вот регламентировать это как раз задача взрослого. Взрослый это никогда не друг. Нельзя быть другом со своим ребенком. Можно быть наставником, можно быть опорой. Именно исходя из правил, регламентов, да, когда вы договариваетесь с ребенком, что у нас с тобой 2 часа для того, чтобы ты играл. Все остальное время у тебя есть другие задачи. Ты должен помочь мне, допустим, дома, да? Ты должен сделать уроки для того, чтобы иметь какой-то определенный уровень знаний. Да? Договариваясь с ребенком, это можно решить. А какие игры вы посоветуете поиграть современным детям? Необходимо играть в игры, которые развивают мышление, которые сплачивают коллектив, которые сдружают вас. Это, наверное, самые хорошие игры, которые пригодятся вам, чтобы в будущем иметь больше друзей, чтобы быть умными и смышленными. На Всероссийском фестивале «Айда играть» очень весело. И сейчас я научусь танцевать. Мы с Акбузатом очень любим играть, но не любим учиться. А вот у вас написано «Учимся играючи». А это как? А это мы обучаемся в игре, потому что нет ничего лучше для ребенка, чем играть. А как придумать игры, которые бы обучали? Вот этим мы и занимаемся. Поэтому наш конструктор обучает в игре путешествиям, культуре, быту, традициям. Можно конструировать всевозможные цифры, буквы. Это мы сконструировали башкирский аул. А это сконструировали путешествия на крайний север, жилища, нарды и животных крайнего севера. Путешествия в Африку, где мы сконструировали животных, традиции, культуру африканских стран.
сконструировать можно все, что угодно. Впечатления, эмоции и даже саму игру. Поэтому мы играем, обучаясь, и обучаем, играя. А можно я тоже попробую что-нибудь создать из конструктора? Да. А собирается он очень просто. И в отличие от других конструкторов, он собирается как минимум 3 способами. Можно вначале сделать вот такое соединение плоскостное. Соединение плоскость-торец. И еще одно соединение торец-торец. Для того, чтобы получилась любая конфигурация. Например, самая простая кроватка для ребенка, для пупсика, делается очень просто. Вот берется 2 квадратика и получается кроватка. Вот вы сказали, что можете конструировать разные эмоции. А сконструируйте эмоцию радость. Вот для меня, каждого человека, эмоция радости своя. Вот для меня эмоция радости всегда, когда я получаю цветок. И вот моя эмоция радости, вот этот цветочек из нашего конструктора. Для каждого она своя. А ты знаешь, что у каждого народа есть свои древние игры? Ну, догадывался. Хочешь, я тебе расскажу про древние башкирские игрушки? Да что тут разговаривать, давай сыграем в них. Смотрите, куда мы с Акбузатом прискакали. Это же волшебный дворик. Ну что ж, я поскакал дальше. Ты уже увидела что-то в этом фестивале? Да, я прошла очень много интересных мастер-классов. Мне очень понравилось. Здесь так весело. А вы игрушки сами вяжете? Да, я сама вяжу игрушки. А вот вы сможете связать друга для Акбузата? Могу. А каким он будет выглядеть, например? Наверное, очень красивым. Что ты уже увидела на этом фестивале? Я работаю волонтером на данном фестивале ОАО «Умка». Мы играем с ребятами. У нас очень много деревянных игрушек, очень много разных игр, в особенности математических. Сабина, ты вообще сама любишь играть? Как тебе этот фестиваль? Фестиваль просто прекрасный. Здесь столько разных игрушек. Даже вот я, будучи довольно взрослой, смотрю на это и восхищаюсь. Мне кажется, детям здесь очень нравится. А концертная программа, она просто восхитительна. За 4 дня форум посетили 1000 семей. Это очень важное и нужное мероприятие, ведь за игрушками стоит серьезная задача – сделать так, чтобы наше поколение выросло хорошими людьми. В центре туризма я знакомлю детей с народной культурой, с народными традициями, вот на основе тех моих игрушек. А идея создания игрушек в народном стиле пришла ко мне лет 5 тому назад. И в то время я работала в детском саду, и детей дошкольного возраста знакомила со сказками с помощью вот этих же моих кукол. К примеру, вот жила-была девочка Маша, была девочка послушная, маме во всем помогала. Со временем она выросла и превратилась в настоящую Марию-искусницу. Она научилась и шить, вязать, пояса ткать. Недолго она в девках ходила, пришел к ней жениться Иван. И тут Маша стала уже мамой. Вот она вам первенца своего показывает. Но Иван в заботах о детей состарился, стал Иван Ивановичем.
а Маша бабушкой Маней. А бабушка Маня без дела не сидит, внукам и внучкам куклы делает. Нашей любимой игрой было то, как мы собирались в песочнице и могли делать что угодно. Играли во все игры, которые нам взбредут в голову. Игры нужны, чтобы веселиться. Ну, и, конечно, чтобы вспоминать, например, прошлое, народные игры. Игры нужно, чтобы сплотиться и дружно сыграть и повеселиться. Собачка с сердечком. Это такая игрушка, которая тянется на весь дом почти. Это мой мишка, я его очень люблю. В свободное время просто в телефоне сижу, либо просто гуляю. Я люблю очень зайчиков, у меня даже на футболке зайчики. У меня любимая игрушка коала, но потому что Дед Мороз мне ее подарил. Есть одна особенная игрушка, но она уже давным-давно потерялась. Я думаю, это моя игрушка с детства Винни-Пух. Моя любимая игрушка это Лего. Все мы знаем котенка Гав, Винни-Пуха и попугая Кешу. Это все творение Союзмультфильма. Сейчас они у нас в гостях. Давайте же узнаем, как создаются мультики. Здравствуйте, это телеканал Тамыр. Можно с вами полепить что-нибудь? Да, конечно. Ага, спасибо. Самый ходовой у нас получается чебурашка. И он может быть разноцветный. Или котенок Гав. Или даже корова. Я бы был не против слепить коня. Вы лепите для мультиков персонажей? Иногда да. Сейчас в основном делаем статичных. Вот. Тех, которые в мультиках уже снимались, а мы их повторяем. А вот как вы это придумываете? Это очень сложный процесс, чтобы герой получился по-настоящему живой и крутой, и чтобы его все полюбили, нужно очень много в него вложить сил. Фактически он не просто как бы выдумывается, он рождается. Так что придумать нового мультгероя — это очень сложно, но зато очень интересно. Можете рассказать, как создаются мультики? Очень кропотливо, очень долго, но очень классно и очень весело. Есть разные виды мультиков, то есть разные техники. Можно делать техникой перекладки, например, как мы сейчас снимаем мастер-классы. Можно делать песчаную анимацию, можно делать, песочную. Можно делать кукольную анимацию, разные виды. Я пока больше работаю с детками и предоставляю им возможность снять свой маленький мультик, попробовать свои силы мультипликации и заинтересовать данной профессией. Вот что, собственно говоря, мы здесь у вас и делаем. А какие персонажи самые популярные у ребят? Ну, всегда у нас популярны это советские персонажи. Это Чебурашка, это Крокодил Гена, это у нас Винни-Пух, Волк и Заяц, ну погоди. Потом из новых мультиков это Зебра в клеточку, Оранжевая корова очень популярные. Здесь можно увидеть и сфотографироваться с разными персонажами мультфильма «Северные Амуры». Эту работу создали на нашей родине, в Башкирии. Ну что ж, сегодня у нас был замечательный и очень внимательный зритель. Это вы! Антон, мы забыли про мультфильм. Забыли? Как вам фестиваль? Очень круто. Здесь столько классных активностей. Такие ребята, такие веселые. Я так люблю детство. Просто я уже 7 лет веду программу «С добрым утром, малыши» вместе с Хрюшей. И каждый раз удивляюсь, как меняется даже взрослый человек, который приходит к нам в гости, знаменитые, популярные люди. Я считаю, что ребенок в душе каждый. Даже если ты уже, чуть-чуть за, как говорится. Вот у нас есть друг, Коня Акбузат. Как думаете, он бы смог подружиться с Каркушей и Хрюшей? Конечно! Он же такой веселый, классный. Смотри, держи. Его же можно взять и поскакать на нем.
А Каркуша, она же летающая у нас птичка, да? А это будет у нас летающий конь. Он так подпрыгнет, что составит компанию. Поэтому я думаю, что они найдут общий язык. Какие игры вы посоветуете детям Тамыра? Я люблю, когда дети играют в активные всевозможные игры, потому что это помогает, во-первых, поднять настроение самому себе. Во-вторых, это веселит, очень здорово. В-третьих, это развивает и это тренирует. Поэтому я за подвижные игры. Попрыгать, побегать. Моя игра в детстве любимая была это прятки. Я честно говорю, вот все, мы могли играть в прятки на улице с ребятами очень долго. Прятались, искали. Это классно. Поэтому возвращаем прятки. Резиночки, между прочим. Умеешь играть в резиночку? Да. Серьезно? Первый раз вижу ребенка, который умеет играть в резиночку. Правда? Да. И можешь прям подпрыгивать? Да. Вот бы была бы резиночка, сыграли бы. Моя любимая игрушка – это мой Мишка. Его привезли из Таиланда. Раньше это была мамина игрушка, но мне ее отдали. Она моя самая любимая. У меня есть кукла. Она коллекционная, наверное, где-то. Мне ее подарили на день рождения. Моя любимая игрушка, она очень мягкая. Это лежачий хаски. Она розовая, у нее голубенькие глазки. У меня есть лягушки, и есть сова, и там еще собачка есть. Моя любимая игрушка – это мой Мишка, с которым я всегда сплю. Он у меня с самого рождения почти. Моя любимая игрушка – это гусь. Моя любимая игрушка – это Лего. У меня мягкая игрушка лисичка. Мы ее купили, и мама мне ее сама сделала. Эта миска зовут Мисутка. Моя любимая игрушка – это лама красная пижама. Мне ее подарили очень давно. У нее есть, даже книжка про нее есть. Вот. Мне ее подарили, когда я был совсем маленьким. Вот. Я с ней очень любил играть. Мама ее тоже озвучивала. Вот сейчас я пришел к вот такому шатру и собираюсь сделать подругу для Акбузата. Я хочу украсить башкирскую девушку. Ну, давайте попробуем. Здравствуйте. Можно я попробовать? Конечно, украсить? конечно. Вот это. Спасибо. Эти куклы сделаны на основе башкирской известной легенды «7 девушек». Пожалуйста, вот эти орнаменты, башкирские орнаменты, на магнитные ленточки. Их удобно прикреплять и удобно они снимаются. Пожалуйста. Давайте я вас подержу. Давай. Спасибо. Пожалуйста. Знакомьтесь, это кукла Мирея. Каждая современная девчонка равняется на этих кукол. К примеру, эта в отличной форме, она отправляется на Северный полюс, а это смотреть красоты Байкала. Акбузат, ты у меня, конечно, здоров, но если с тобой что-нибудь случится, то я тебя отведу в вот этот госпиталь для игрушек. Эта машинка. Это была мой любимый Пикачу. Мы играли игру Олеса, и нам понравилось. Моя любимая игрушка – это Лего. Там можно собирать всякие города. Мне очень сильно нравится это делать. У меня была панда, которую мне подарили на 1 год. Я помню, я с ним любила очень спать. Это была мягкая игрушка. И я теперь тоже с ним сплю. Моя любимая мягкая игрушка – это Рони. Я ее сама сделала. Игрушки нужны, чтобы дети развивались, играли. У меня любимая игрушка – это собачка такая маленькая, хаски. Я с ней вообще каждый день играю, сплю. У нее даже кровать своя есть. Сейчас у меня есть плюшевые игрушки. В основном я как бы люблю рисовать. У меня, есть тигр, он у меня где-то 7 лет. Это моя самая последняя любимая игрушка. У меня где-то было 3-4 любимых игрушки в жизни. У меня это маленький плюшевый мишка. У меня медвежонок был тоже белый. У нас дома была дверь, и я на ней рисовала, что я хочу сделать. Я люблю играть в свою плюшевую кошечку.
Моя любимая собачка игрушка Дюбасик. Это моя игрушка Хади-Вади любимая. Ее мне подарил дядя Василь. В свободное время я люблю заниматься танцами и рисованием. Если бы мне было 3 года, то меня бы было отсюда не вытащить. Но я парень серьезный, и я поскакал. Амина Евгеньевна, а расскажите нам с Акбузатом, какие у вас были любимые игры в детстве? Игры были, конечно же, игры в кукол, дочки матери. Мы играли с подружками. Во дворе мы играли в счет вышибалы, мы играли в 12 палочек. Это были наши самые любимые игры. А из игрушек, если сказать, какие были любимые, это была у меня кукла Кристина, которая сейчас она у меня есть, и ей уже почти 50 лет. Вот. Еще у меня была любимая гармошка, нотка, которая держала строй, и первые свои песенки я на ней подбирала, сама пела и играла на ней. А у вас есть время, например, на игры в телефон? Не, на игры в телефоне у меня времени сейчас точно нету, но бывает, вот когда длительные выходные, там новогодние праздники, мы с семьей играем в монополию. Это есть. Но еще я стараюсь почаще играть на рояле. Как ты думаешь, в этом фестивале есть польза от развлечений? Думаю, есть. Потому что, тут не только все просто играют, тут и есть какие-нибудь... там были континенты, не континенты, а части Башкортостана, по-моему, собирать. Или что-то такое. Думаю, вот это развивает. Меня как девочку заинтересовали эти камни. Можете рассказать, какую роль они играют? Конечно, это россыпи познаний о Башкортостане. Настольная игра – это путешествие по республике Башкортостан. И в ходе путешествия нужно отвечать на вопросы и собирать вот такие вот самоцветы. Правильный ответ – это один самоцвет. Например, мы кидаем кубик, и выпадает, например, у нас знак вопроса. Мы тянем карту, отвечаем на вопрос, и если правильно отвечаем, мы получаем вот такой камень-самоцвет. Если выпадает знак персонажей, мы встречаем либо злого, либо доброго персонажа. Добрые персонажи помогают, а злые персонажи, наоборот, получается, вредят. Или мы можем встретить знак перемен, и у нас выпадает карта Буталыш. То есть тоже меняется ход игры. Побеждает тот, кто возвращается к финишу самым большим количеством самоцветов. Поэтому и называется, он собрал россыпи познания в Башкортостане игра, то есть он собрал самое большое количество россыпей. Это игра именно для детишек, для изучения родной литературы башкирской, культуры, истории. Вообще игра состоит из 4 уровней. То есть первый уровень для 5 лет, для самых маленьких. Второй, третий, 4 уровни – это уже для 7-8, для среднего звена. И 4 уровень – это уровень экспертов. У меня любимая игрушка телефон, получается, больше нет. У меня такая же. Или компьютер. Это кошечка, которую зовут Киса. Это футбольный мяч. Люблю рисовать в свободное время. Люблю иногда читать. Любимая игрушка – это Васик. Эту куклу сделала тетя Таня со своими руками. Любимая игрушка единорог. У него есть рога, вот тут, один рог такой, и он блестит. Она с пайетками и светится в темноте у нее глаза. Моя любимая игрушка единорог. Моя любимая игрушка русалка. Самая любимая игрушка моя, она лежит дома, она называется Чебурашка. Моя любимая игрушка – это машинка. Моя любимая игрушка – лошадка. Зайчик, и я с ним не сплю, потому что он меня охраняет в зале моем. Айда играть!
Эту фразу очень часто слышат спортсмены. Дело всей их жизни – это игра. И сколько бы матчей можно было провести с таким количеством мячей? Здесь их 4500. Это немыслимое количество. Рената, расскажи, как тебе игра? Игра вообще отличная, мне очень понравилась. Это наше первое место. Ну, вообще идем очень хорошие игроки, но мы все-таки лучше. За счет чего вы победили? За счет нашей дружной команды мы всегда пасуемся и мы всегда поддерживаем друг друга. Мы с коллегами вспоминали, в детстве мы очень много играли в лапту, соловьи-разбойники, прятки, скакалочки. То есть очень много было игр, с которыми мы играли во дворе и использовали самые простые игрушки. Мячики, скакалки, резиночки. Но огромное получали удовольствие. И я думаю, что сейчас нам нужно наших ребят обучать вот таким играм коллективным, потому что это очень интересно. Это формирует команду, но и определенные физические навыки. Вы играете сейчас в какие-нибудь игры? Но сейчас, пожалуй, у меня нет времени, чтобы сесть и играть, но я очень много в детстве играла со своей дочкой. В какие игры вы играли со своей дочкой? Ну, больше, наверное, в развивающие, в настольные, головоломки, математические игры. Это очень увлекает и развивает. Ну и, конечно же, когда мы, допустим, играем в шашки, шахматы, это ведь очень полезно для того, чтобы развивать мышление. Мы решили узнать у юных посетителей, какие игрушки сейчас популярны. Моя самая любимая игрушка появилась от того, что когда моя мама была маленькой, у нее была собака игрушечная, плюшевая, и это моя любимая игрушка. Это была маленькая погремушка, которую мне подарила моя бабушка. Есть чебурашка там, мишки. Игрушку мне подарила мама. Это большой гусь белый. Он мягенький, прикольненький. Моя любимая мягкая игрушка – это Фрося. Ей 9 лет. А моя любимая игрушка – чебурашка мягкая. Моя самая любимая игрушка – это я очень люблю плюшевые игрушки. И как раз с детства мне всегда дарят какие-то плюшевые мишки, каких-то плюшевых котят. И вот так и пошло, что я собираю какие-то маленькие плюшевые игрушки, большие. И, наверное, все-таки плюшевая игрушка моя самая любимая. Это, скорее всего, маленькая собачка породы Джек Рассел Терьер. Это мне ее подарили на Новый год родители. Моя любимая игрушка – это огромный медведь. Его мне Дед Мороз принес. Лично самолет. Ее зовут Батон, и она из Анапы. Что-то я устала, проголодался. Охота что-нибудь себе сделать из еды. О, можно я разрисую тоже печенье? Можно, конечно. У нас медовые пряники. Тебе больше нравится сердечко, да? Ирина, заслужила ли я пятерку за это? 5 с плюсом, однозначно. У нас в Башкортостане с играми и игрушками все по-взрослому. Вы только вдумайтесь в эти цифры. 84 предприятия производят детское питание, мебель, одежду, обувь. Уверена, что вы даже не знали. Тогда айда знакомиться. Владимир Иванович, можете рассказать о своих головоломках? Да, мы приехали в Уфу на этот праздник, привезли сюда свои авторские разработки. Мы – это «Планета головоломок», так называется наша фирма. Мы изобретаем и производим логические игрушки, головоломки. Чем они отличаются от обычных, привычных игрушек? Тем, что не требуются какие-то знания специальные там, или школьные даже знания, а требуется умение соображать. Требуется смекалка для решения этих головоломок.
мы знаем, что мышление это основано во многом на стереотипах. Нам говорят, как нужно, и ребенок привыкает, правильно решает задачи. В справочнике столько исходных данных содержится, и они, большинство, лишние. Вот ему надо лишнее все отсечь, как говорил знаменитый скульптор. Берешь глыбу мрамора, отсекаешь лишнее, и получается статуя Аполлона, да, или Венеры. Вот и все, отсекаешь лишнее. Так же и здесь. Отсечь надо лишнее, а что является лишним, мы не знаем. В школьных задачах там все, что дано, все это надо сложить, умножить или разделить, и все понятно. А вот как быть, когда там лишняя информация, непонятно, а ее много лишней. Моя любимая игрушка – это балерина. Мне ее подарили в 3 года. У меня есть одна куколка, целая семья. Я им делаю одежду из влажных салфеток, делаю им прически, подстригаю. Моя самая любимая игрушка – это снеговик Олаф из «Холодного сердца». Она у меня где-то с 3 лет, и она всегда со мной. Я ее беру, если еду куда-то отдыхать, я всегда ее беру с собой, и я ее очень люблю, я даже сплю с ней. Мы с мамой играем в настольные игры. У меня есть телефон для игр и нет телефон для игр. У меня дома есть игрушка зайчик, много. У меня есть обезьянка одна, много единорогов игрушечных. Мы пойти с подружками, ходим в садик, на танцы. Мы уже Ты только Ты на музыкальный зал ходишь петь. Не музыкальный зал, Алина! Музыкальную школу. Это мягкая игрушка. Оранжевый радужный друг. Ну, я в свободное время в телефоне сижу. Жасмин, смотри, какую красоту я сделала. Вот. Это половинка тебе. Спасибо большое. Приятно. Привет, что ты уже увидела на фестивале? Ну, я увидела много разных персонажей мультфильма, пофоткалась с ними. Ниндей mühim üstlemege Korungan Ömer. Идея такого полезного и веселого фестиваля принадлежит Радию Фаритовичу Хабирову. Руководитель региона планирует, что и на следующий год в Уфе развернется эта большая территория детства. Целых 4 дня мы играли и развлекались. Для этого дела вся Советская площадь была в нашем распоряжении. А еще мы узнали, что у каждой игрушки есть своя история и свое предназначение. И каждая игрушка важна. Мы в этом убедились. А больше таких фестивалей в родной Уфе. Акбузат говорит «Иго-го», и мы поскакали дальше. До новых встреч! Пока-пока!